Самосуд или нет? Сегодня на этот вопрос никто из жителей села Конуш не мог ответить однозначно. 8 января примерно в 4 часа ночи около 20 мужчин ворвались домой к односельчанину, 44-летнему Нурлану Аманову, и при супруге начали его жестоко избивать за то, что он якобы изнасиловал своего односельчанина, 43-летнего Рустамбека Курманалиева. А свидетелями стали местные жители, которые привязали мужчину к дереву и забили до смерти. После чего его полумертвого бросили к ногам жителей. После задержания в отношении указанных лиц предъявлено обвинение по статье 104, часть 4 Уголовного кодекса Крымской Республики. Перед Сокуловским районным судом внесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении указанных лиц. 8 января Сокуловским районным судом постановление следователя отказано, возбуждение ходатайства отказано, и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ушу биздин жаркырган заманыбызда тогурдаса 3 күн камап коюп 4-чү күнү соту болот. А киши өлтүрүп жаткандай эмне үчүн 3 күн эмес 3 саат камабай кой берип жиберди. Мейс Канапа, мать 8 детей, не может поверить в случившееся и ищет справедливости. Говорит, что ее сын, имея жену и 2 детей и будучи спортсменом, не мог изнасиловать мужчину своего же возраста. Если даже мой сын виноват, почему его не наказали по закону? Почему его не посадили, а убили как собаку? И почему виновные на свободе? Они его убили и теперь в свое оправдание повсюду говорят, что он изнасиловал мужчину. Разве так можно обманывать? Мой сын был как Баатыр, просто все его боялись. У убитого остались дочь и сын. Односельчане рассказали нам, что хотели убить и 11-летнего сына. Теперь жители села поделились на 2 лагеря. Одни утверждают, что убитый Нурлан Аманов не мог изнасиловать мужчину, а другие, что он занимался преступной деятельностью, вымогательством и постоянно угрожал односельчанам. Мужеложство – это большой позор. Этот вопрос обсуждать очень сложно. Позор и тому, кого изнасиловали, и семье убитого. Но без экспертизы мы не можем утверждать однозначно. У каждого своя правда, но комментарии второй стороны нам получить не удалось. Узнав о нашем приезде, многие закрылись в своих домах. Старейшины же одной из сторон села утверждают, как бы то ни было, закон един для всех, и за преступлением следует наказание. Сайхал Султанкулова, Тимур Садыгалиев, Общественный, Первый канал.